Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь работает бесконтактная библиотека «Отдел искусств». Мы открываем творческую мастерскую «Лето на ладошке». Сегодня мы с вами будем делать аппликацию «Божья коровка». Почитаем стихи о лете и о Божьей коровке. И мы приглашаем присоединиться к нам не только детей, но и родителей. Вместе с нами вы прекрасно проведете время. Итак, начинаем. Нам потребуется лист зеленой бумаги 1, лист красной бумаги 1, лист черной бумаги 1, простой карандаш, черный фломастер или маркер, ножницы, клей, карандаш. Лето – прекрасная пора. Вокруг все цветет, жужжит и пахнет. Вот и наша Божья коровка готова взлететь и оказаться на веселом лугу из книги Владимира Степанова «Веселый луг». Смеется луг, хохочет луг веселыми цветами. Из-за моря, из-за леса цветного эха голоса разносятся ветрами. Смеется он весь день до слез, до звонких слез вечерних роз. А теперь, дорогие ребята и уважаемые взрослые, мы начинаем нашу творческую мастерскую. Наша с вами аппликация будет сделана из детских ладошек. Ребята, это делается очень просто. Свою ладошку вы кладете на лист красной бумаги и обводите ее карандашом. Обвели. И у вас должны получиться вот такие маленькие ладошки. Затем мы с вами берем лист черной бумаги и рисуем вот такое туловище для нашей Божьей коровки. Но мне кажется, что у нас чего-то не хватает. А не хватает у нас, ребята, вот таких черных маленьких пятнышек. Их должно быть 16 примерно. На каждое крылышко по 8 штук. Для этого мы берем черную бумагу цветную, складываем ее в несколько раз. Вот посмотрите, как я это делаю, да? И произвольно вырезаем кружочки. Вот сразу сколько, посмотрите, у меня получилось кружочков. Кружочки готовы. И мы начинаем приклеивать наше туловище. Для того, чтобы все уместилось, Божью коровку, а вернее ее туловище, мы располагаем немножечко наискосок. Берем клей-карандаш и начинаем приклеивать. Итак, туловище мы приклеили. Теперь мы берем наши ладошки, они будут крылышками, и приклеиваем наши крылышки. Так, одна ладошка готова. Сейчас мы приклеим вторую.
здесь вот сейчас немножечко подклеим. И приклеиваем кружочки. Очень быстро мы это делаем. Так. Произвольно, ребят, все делается. Фантазируйте в этот момент. Так, замечательно все у нас получилось. Если нам не хватает черных кружочков, мы еще сейчас с вами вырежем. Так. Я вырезаю еще несколько штук. Очень быстро это делается. Если сами, ребята, вы не сможете это сделать, я думаю, вам с удовольствием помогут ваши родители. Так. Так. Ну, еще можно приклеить вот сюда. Если у вас получится меньше черных пятнышек, ничего страшного, или больше, тоже ничего страшного. У каждого Божья коровка должна получиться своя, необыкновенная, красивая. Так. И последний вот сюда. Посмотрите, ребята, моя Божья коровка практически готова. Но если внимательно посмотреть, мне кажется, здесь чего-то не хватает. Правильно, а не хватает усиков. И поэтому мы с вами берем черный фломастер и рисуем усики. Теперь наша Божья коровка готова. А по желанию вы можете в правый угол нарисовать или приклеить еще и солнышко. Лезет Божья коровка по травинке очень ловко, крылышки как лепесточки, и на них чернеют точки, спинка издали видна, ярко-красная она. Я ее возьму в ладошку, поболтаю с ней немножко о погоде и о детях, а потом пора лететь ей. Крылышки расправит ловко, и летит моя коровка. Ребята и уважаемые взрослые, надеемся, что наша творческая мастерская «Лето на ладошке» вам понравилась и была полезной. Пока-пока! До свидания, до новых встреч в бесконтактной библиотеке, отдел искусств.